Так, друзья мои, сейчас. Так. Ой! Телефончик упал сейчас тут. Так. Позвони. Подожди. Живица. Не, оживиться он это. У него какие-то дела срочные возникли. Андрей Григорьев. А где Андрей? Когито Бурята. На Эмиль Радио. Так, оп. Заработало? Так, дорогие друзья, в прямом эфире один человек звонит, смотрит нас. Сейчас мы. Андрей Григорьев. Сейчас я тут репост. О чем мы, в принципе, всегда говорим. На наших эфирах, о том, какая политическая обстановка в наших регионах многострадальных под властью коварной Москвы. Вот ты знаешь, Сергей, смотри, у нас там, ты знаешь же, есть всегда такие эти отставнички, всякие там бывшие прокурорские, бывшие там всякие вот там какие-нибудь адвокаты, еще какая-нибудь вот такая бывшая чиновничья масса, которая, ты знаешь, довольно долго отдыхает, да, многие же там на пенсию довольно рано выходят, эти представители, там 40-45 лет уже, они там глубокие пенсионеры, так скажем, да, значит, зачем-то, это еще с советского времени повелось, они становятся активистами такими, знаешь, всякие идейки там предлагают, еще что-то. Ну вот у нас есть такой бывший прокурор Марков, и вдруг он на днях предложил, значит, установку памятника Сталина в Улан-Удэ. Больной. Вот давай вот это пообсуждаем. Что это вдруг сейчас раз? Может быть, там приближается к тому скромному возрасту, когда там уже начинаются необратимые изменения в голове, да, и что-то вот заложенное, например, во время сталинизма, да, потому что, я охотно понимаю, он из того поколения, да, и, скорее всего, потомственный вот этот каратель, да, который там, у которого дедушка там в комбине раскулачивал, потом батя там, наверное, где-нибудь, знаешь, на подхвате где-нибудь в судах каких-нибудь эти приговоры подписывал там в составе тройки, еще что-то. Сын неудавшийся, в партию не повели, значит, пошел в прокуратуру, а вот этот-то сидит, сталинизм этот, сталинщина. И они как-то вот в 90-е годы поиспугались, что сейчас все вот эти дела раскроются, о том, кто стучал, кто доносы писал, значит, детально будут рассматривать вот эти дела, значит, да. И поскольку, там был, в общем-то, я Сергея Григорянца, ты такого не знаешь, диссидента? Знаешь, да? И вот читал я его, и там вот он же проводил, причем совместно с КГБ или там с какими-то другими структурами, что они хотели устроить суд над сталинизмом. вообще на вот всей системой там и так далее. И потом у него там сына убили из-за этого, потом, значит, какие-то у него там вещи, и вдруг вот эти все вот собрания, значит, когда, то есть, видимо, готовились диссиденты все эти дела, архивы раскрыть, а потом это все дело чик. А Путин сейчас вообще до того довел, что эти архивы начали уничтожать. Да. Типа 80 лет, они уже старые, все, они никакого значения не имеют, и уничтожают там целыми пачками. И поэтому вот эта вот память, она только исключительно народная остается. Эти осмелели в 25 году, представители вот этих вот коммуняки эти. Вот среди бурят вот эти коммуняки, ты знаешь, они до сих пор такие вот остервенелые комбедовцы, такие, они, знаешь, тотально ненавидят вот то, как раньше буряты жили. И хоть это доказано, значит, вообще и архивными данными, и воспоминаниями, которые, естественно, в советское время не публиковались, но буряты до, так скажем, революции каждый день мясо ели.
А это, говорят, сейчас Конину это, едят? это, Говорят, едят конину. ну, конину едят, конечно, но мясо ели каждый день, то есть это в любой семье, это не Мясо какая-то и байка и рыбу. так далее. А вот есть такие, которые там, ну, знаешь, сказки рассказывают, как они бедно жили, плохо жили там и все прочее. Причем эта сказка вот она одна. Разные люди, а сказка одна вот такая, знаешь, что там мы там из бедной там семьи, еще Да. там что-то, да, там 10-20 коров было. Ну, то есть, да, но у нас в бурятских условиях действительно 2-3 коровы это ты бедный. И если в центральной России наличие коровы просто говорило о том, что ты уже Не как бедный. минимум не бедный, как минимум Кулак. середняк, то в наших условиях, так скажем, наличие 2-3 коров это вот, ну, бедность Бедность. была, да, там 10 овец это бедность уже. И естественно, что вот эти вот товарищи, они периодически возникают. И вот я помню, наверное, мои постоянные зрители, они эту историю помнят, что как-то было какое-то мероприятие, там, значит, собрались эти бурятские женщины, Мгм. обсуждали там что-то между собой, и вдруг одна ни с того ни с сего начинает говорить: ой, как хорошо, что в свое время колхозы организовали. Что бы мы без колхозов делали, короче? Ну, вот такую вот Ну да. с пугу, с перепугу. Ну и вот моя, так скажем, собеседница говорит: ну, мы-то, извините, знаем, Что такое колхоз? что такое колхоз и чего этот колхоз лишил, да? А вот эти вот, которые и в колхозе они оказывались самыми хреновыми работниками. Понял, бездельники, вот такие Ну же да. там и так далее. Но за счет того, что все общее, они там и домишко какое-то получили, и в 90-е годы там землицы колхозные присобачили, там Ну да. украли какое-то там и так далее. И им, конечно, хорошо. Понимаешь? То есть, и они вот говорят, что да, вот в колхозе-то супер было и так далее. Потому что, ну, они не работали все это время, ничего не Ничего не создавали и делали, да. так далее. А люди, которые что-то хотели, их колхоз этот ограбил, до этого ограбил еще и комбет. Да. И вот теперь, значит, вот их потомки, видимо, вот при позднем, уже закатывающемся Путине, значит, они вроде как хотят вот тому, кто олицетворяет вот эту всю человеческую ненависть, коммунистическую ненависть, вот это все, значит, король отребья Сталин решили в Улан-Удэ памятник поставить. Причем почва довольно сейчас такая, я так понимаю, что очень Благоприятная, да. плодородная. То есть и там дискуссия даже по этому поводу пошла, знаешь. Вообще. У нас, ну, в Улан-Удэ, ты же знаешь, у нас огромная голова Ленина. Да. Ее в 70-е годы, я даже знаю вот эту историю, как она образовалась, короче. То есть там нужно было какие-то мероприятия проводить к столетию, к 70-му году. Ну и вот, а ты же знаешь, у каждого коммуняки там были какие-то, значит, такие бюстики с Лениным, там, с Да, да. бронзой, Это еще там обязательно. что-то там и так далее. Неотъемлемый атрибут И у кабинета. одного из обкомовских руководителей там был бюст, причем этот бюст, он был болгарский. Во время одной из каких-то поездок, значит, они, ну, там, что-то подарили, видимо, какой-то проект, макет. И вот та голова Ленина, которая у нас стоит, да, это на самом деле копия кратно большая вот этого Болгарский. бюста, которая, значит, сделал болгарский, собственно, какой-то скульптор-монументалист. Причем говорят, что голова такого же размера, она где-то, может быть, из гипса, может быть, или еще что-то, она где-то была еще установлена в Болгарии. Но, видимо, в момент демократических преобразований ее уничтожили, а вот бурятская голова до сих пор на месте как бы стоит. Причем, я вот сейчас представляю, что, ну, раз памятник Сталину-то ставить, он же не меньше для них фигура, чем Ленин, а то и больше. Одинаково. Вот ты представляешь, и у нас будет площадь, короче, натыканная вот этими головами, короче. Ну. Я извиняюсь, это безалкогольный напиток. Что... Ну вот как ты думаешь, почему они сейчас все повылезали? Ну, потому что они все хотят стать. Значит, они стремятся к тому же, что было тогда, когда появлялись колхозы. Как вот там один из твоих людей сказал, что как хорошо, что были колхозы. Вот они сейчас стремятся к этому же. Чтобы стать начальниками, организовать опять колхозы и все, и руководить.
Ну, И мало того, сейчас мгм. же в стране, в России, по крайней мере, ужесточается очень режим. И все идет очень четко, прям видно, семимильными шагами к репрессиям. Будет то же самое, что было в сталинские годы. Вот они поэтому хотят этого. Ну, вот эти доносы пошли. Учительница Ой, это донос очень, это идет написала. все, это идет все вообще. Ну, поэтому ты что, они сейчас поставят голову, будут молиться на эту голову, хотя, как они не понимают того, что в конце всего этого они от этой же головы и пострадали. В итоге. Ну, они надеются, наверное, что Они их надеются, пронесет. вечно будет. И я вот Путин. помню, Путин будет вечно. Мгм. Я вот помню, кстати, вот эту систему юродствования, знаешь, по поводу того, что многие буряты, они как бы стали себя принижать, свои какие-то достижения, возможности какие-то и Я так далее. думаю, Я еще застал таких людей, которые, ну вот, можно сказать? ага, давай. Я думаю, что они не стали себя принижать. Я думаю, что когда советская власть бурно очень развивалась Мгм. и принижала всех, принижали же не только их, принижали и узбеков, и казахов, и Мгм, киргизов, всех. Но те более, немножко, может быть, оказались более стойкими и медленно этому поддавались. А в Бурятии, в связи с отдаленностью, так сказать, с меньшей, может быть, развитостью республики, людей прессовали же по-любому. И вот их придавили так, что они смирились с этим, да, и стали, да, мы вот такие вот, мы вот слабенькие, мы вот не можем, мы вот тихенькие, вот так. Потому что, например, те же там грузины или там, кто еще там, узбеки, у которых там гулял по степям и просторам, по пустыням, гуляли басмачи и не могли их никак придавить, но в итоге все равно придавили. Вот. А у вас этого не было, но и людей придавили, и люди поддались этому. Не, Они... ну у нас ответ на как белый, так и красный террор, он был. То есть была такая прослойка казаков. Но их бурятскими называли, но по факту это обуряченные были и венки, и маньчжуры. И они, конечно, ну, составляли какую-то прослойку, но в силу вот того, что, ты знаешь, сильны были идеи. У нас же Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, это было место ссылки Да. в царское время. И вот у нас полно коммуняк, всяких вот этих социалистов, они происходят из такого Боханского района в Иркутской области. А оказывается, почему? Потому что туда членов РСДРП после первой революции, до первой революции туда ссылали, они там занимались, ну, еле жили за госсчет, за наш счет точнее. Хотя там, ну, есть байка там в 90-е годы, я читал, что ничего подобного не было, то есть они не за счет бурят жили, там даже приводились, значит, какие-то ведомости, по которым там уплочено за вот этих зэков и так далее. Но я-то точно знаю, что мы их содержали за свой счет, а денежки, естественно, пилились, и Конечно. они до бурят вообще не доходили. Буряты знать не знали, что на каких-то заключенных денежки выделяют. И это очень хорошо показано в фильме таком и в произведении «Хайлах». Есть такой Серашевский, поляк-исследователь, в том числе Якутов. И вот хорошо, что он такой был. И жизнеописание вот, Якутии на переломе, так скажем, на конце 19 века оставил. Как такое художественное, и в том числе фактологическое документальное свидетельство, то, как там распределяли вот этих всяких преступников и бандитов. И вот эти вот социалисты, так скажем, они там разагитировали. И вот среди действительно боханских бурят там целая плеяда, прям коммуняк таких, знаешь. И все остальные деятели бурятского национального движения, они были там либо эсерами, либо кадетами, тоже вот как эти наши сегодняшние бурятские там всякие либералы, так называемые, которые там восюкаются с хорошими русскими, которые там за федерализацию, некоторые денежки получают от такой Натальи Арно, которая, по слухам, стоит там за всеми там майданными там и всеми прочими там революциями, которые планировали сделать
значит, коварные американцы, да, в России. И, ну, смешно это, конечно. И вот они почему-то вот в своей идеологии говорили, что вот мы, да, там за независимость, какое-то самоопределение, но армию создавать не будем. И ни одно из бурятских движений во время революции там 17-го и дальнейших годов вообще не создало ни одного бурятского военного подразделения из своих сторонников. А те казаки, которые были, это просто там был конфликт исключительно связанный с землей. Потому что русские одностраничники-казаки начали у бурят отжимать и ресурсы, и землю, когда это стало возможно. То есть вроде как одно казачество, а русские казаки как были бандитами, так и остались. И когда появилась возможность, когда появилась вот эта гуляй-поле и власть как таковая центральная пропала, эти казаки начали, ну, в общем-то, непосредственно воевать с бурятскими казаками. И понятно, что если ты, ну, вооруженный человек, ты будешь защищаться единственным доступным себе способом. Но, тем не менее, я не видел, но вот исследователи, которые этим вопросом занимались, до сих пор в документообороты, в историческое, так значит, не введены те депеши, которые бурятские казаки слали еще временному правительству, жалуясь на самоуправство вот этих русских, так скажем, одностаничников казаков, которые в Бурятии отжимали у бурят казаков земли. И сейчас, естественно, этого вопроса не стоит, но я не думаю, что, знаешь, сейчас есть вероятность того, что люди к колхозам вернутся. То есть все-таки в этом отношении Путин он на более современной позиции стоит. Они все начинают захватывать так называемыми агрохолдингами. И наоборот, вот наличие, допустим, в современности бурятского колхоза, ну, или любого другого национального, оно для русской власти опасно. Почему? Потому что, ну, слишком большая концентрация, начнут размножаться, начнут воровать, естественно, с общего котла там пищу и все прочее. Вот почему, собственно, в 90-е годы, ну, там у нас же огромные стада были в Бурятии, да, там баран, коров там различных, да, все, лошадей меньше было, чем сейчас. И как-то лошадей не любили почему-то. Почему? Я наоборот думал, что буряты это... Нет, я говорю, колхозная вот эта советская власть лошадей не любила. И, значит, и куда эти все стада миллионные делись в 90-е годы? Съели куда? Конечно, потому что раньше это можно было с колхоза стырить корм, сено, зерно, там все прочее, да? А колхозы-то распались, датирование пропалось, короче, все, надо было самим. А попробуй-ка 20 коров сена на косе. А она же есть каждый день. Да, и я вот про что и говорю, что ну все порезали, то есть там только крепкие сильные хозяйства, естественно, остались, в которых достаточно было количество рабочих рук семейные, да, вот они прожили, но детей выучили, отправили в город, дети начали нормальную заработную плату продавать, и все, естественно, нет необходимости содержать 20 коров, порезали все. И так точно вот сократилось, ну и поэтому вот этот дисбаланс, так скажем, да, на селах начали восполнять вот созданием так называемых агрохолдингов. И в Бурятии вроде какие-то агрохолдинги есть, но они все не местные. То есть это вот основная политика, что это так или иначе должно каким-то бонзам принадлежать из Москвы. И если что-то есть, если местные работники так и работают, они только заработают на зарплату, им даже ничего там не принадлежит. Есть крупные фермерские хозяйства, это да. Но я думаю, что из-за того, что у нас просто более нищие, бедные земли, их просто не трогают. А вот, например, где-нибудь на Кавказе, да, Умар, как ты можешь сказать там, что там с агрохолдингами делают? Или все-таки боятся на Кавказ агрохолдинги заходить, московские? Да-да-да, мы в эфире. Приветствую всех. Ну, как такового мега вхождения пока нету, потому что и агро как такового нету такого масштаба. Да, ну, сельское хозяйство все-таки оно больше такое частное, индивидуальное, да. И у нас, ну, в горной местности вряд ли будут входить. Не, я не говорю, не входят, они входят, но не так кровожадно. Например, если сравнить вхождение в сети гипермаркетов, то те зашли кровожадно. Там этого не было, а потом
ворвались и все сожрали, Мгм, да, мгм. скажем, под себя подмяли. А в агро, скажем, сфере еще не так. По мясу, да, но по сельскому хозяйству им еще тяжело, потому что в горах люди держатся Мгм. особняком как бы Мгм, за, мгм, за мгм. свое хозяйство. Но, кстати, первым ударом был Платон. Он очень сильно Мгм. ударил по сельскому хозяйству в горах и по животноводству, потому что Мгм. это все оттуда возить. Ну, я Это все же вспоминаю, целая да-да-да-да. каста этих дальнобойщиков в Дагестане существует. На дальнобое выживали целые села, Мгм, строили мгм, дома, мгм. отправляли учиться Ну, детей. собственно, я помню, когда протесты против Платона были, основные, главные протестанты это были как раз дальнобои из Дагестана. Да, там очень И, сильные собственно, на них вот этот мероприятия были. костяк держался. Они И даже ты, собирались кстати, в на курсе, Москву ехали. что наш этот президент нынешний, глава республики, он как раз курировал введение этого Платона. В стране. Да? Ну да, это катастрофа. Ротенберг, да, это тоже Не, налоговый? это вот, ну Нет. да, он подчиненный Ротенберга, этот вот, Цыденов. Ну, то есть Ротенберг, они, видимо, были бенефициарами, естественно, то есть лоббировали введение. Ну, ты представляешь, какая частная Ну, организация, а да, он с был каждой фуры исполнителем, да. получает там, сколько там, ежемесячно или, может быть, ежедневно, там, по 3000 рублей, да, за то, что ты просто функционируешь. И, ну, мне кажется, это такая массовая афера наряду, знаешь, с этими системой вывоза мусора централизованного Мгм. и с введением дополнительного налога в виде не коммунальных платежей, как это я забыл называется, типа фонд, ремонтный фонд какой-то. Капитальный ремонт. Фонд капитального ремонта, короче. Это такая хитрая муть, которая, в общем-то, ну, то есть какие-то обязательные платежи в необязательной организации, которая непонятно чем занимается. И если я не ошибаюсь, ты, Умар, или, возможно, Ибрагим, он рассказывал о том, что вот как происходил перевоз скота, да, из горных районов в зимние. Да-да, Ибрагим рассказывал о перегоне Да, 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 что это скота. на фурах, на поездах это в В основном, советское да, в время основном поездами. осуществлялось, да. Сейчас тоже. Ага. Но вот как раз если говорить о теме агрохолдинга, я на том эфире не смог об этом сказать, как раз хотел. Мгм. Потому что были уже предгорья и ну, низменности выкупают земли Мгм. и перекрывают маршруты. То есть Мгм. они, вот началось нарушение в сельском хозяйстве, нарушение баланса именно с этих процессов. Мгм. Выкупают огромные земли, ну, огромные территории под агро как бы промышленность, но на самом деле, ну, там мало что фактически развивается. Там Мгм. все компании, причем платят не в Дагестан, не в дагестанский бюджет налоги. Да, да, да. Как федеральный. Да, в свои, где они там зарегистрированы, да, туда и платят. И потихоньку в горы забираются. Мгм. Потихоньку же просто в чем, ну, как бы в чем А уникальность? почему дагестанские олигархи вот в эти агрохолдинги не пускают? И либо это, ну, действительно требует таких огромных сумм для того, чтобы вообще, ну, в принципе, в это сельское хозяйство зайти, в эти агрохолдинги. Дагестанские клановые, они участвуют в этом всем. Ага. И чиновники, и клановые участвуют. Даже Мгм. они регистрируют бизнес не в Дагестане. А. Даже они. Они тоже имеют крупные доли там. Ну, Мгм, олигархов мгм. как таковых там нет, потому что многие это делают скрытно, потому что они все участники, они либо их родственники во власти. И как бы олигархами их сложно назвать. Мы называем их клановыми. То есть их кланы Мгм. контролируют. И кто-то может быть там назначен на должность главы администрации района, район, допустим, там Мгм. пригорный или степной, и он там внедряет контроль. Причем он продает Мгм, контроль мгм. как и своим клановым, так и, скажем, внешним севера. Ну да, вот видите, как все сложно. В этом отношении, конечно, в Бурятии вот этих клановых взаимоотношений нет. Это скорее вот наследие такого совка, где ну, ты я, мне, тебе там и так далее, да. То есть в этом отношении, конечно, нам надо бурятам продвигать внедрение клановости, непотизма, против чего там все кричат, все эти вот так называемые либеральные там и пропутинские вот эти персонажи, они в этом едины, что они там против коррупции выступают, а вот если бы не было коррупции, да вот бы там какие-то кланы, я говорю, у нас кланов нету, какая коррупция, вы про что говорите?
Есть кланы, нету, коррупция. То есть она везде нам надо происходит. наоборот бурятам создавать кланы, короче, к этому стремиться, потому что то, что мы имеем, это вообще детский сад на самом деле, детский лепет. И поэтому, конечно, в этом отношении Бурятия, вообще этническая Бурятия, она крайне уязвима, потому что если захотят, вот, например, более плодородная земля в Иркутской области, там даже было такое, что в 90-е годы бурятские земли, значит, каких-то разрушенных колхозов, там, которые планово-убыточные были, они практически сразу там завернулись все. И население тут же уехало, потому что, трудно жить, доходы маленькие и все прочее. Что там даже заезжали какие-то ушлые дельцы, снимали верхний слой плодородной почвы, в Германию увозили поездами. Ты говоришь про клановую систему, да, но вот если мы говорим об уравнении, где кланы приносят прибыль себе, а налоги платят не в регион, то это считай, что пришли с севера. То есть, как мы говорим, север для нас-то мы-то на юге далеко, то для нас разница небольшая. Причем, если какой-то крупный холдинг или влиятельный из Кремля надавит пальцем, то клан рассыпется и отдаст все. Вот я-то и думаю как раз, что им позволено это делать только в том случае, если они не зарегистрированы внутри. Если они дают... То есть это обирать так по полной программе. Да, они и откаты дают хорошие, и регистрируются в основном там Москва, Питер, Новосибирск или какие там города. То есть там, где именно основной, скажем, откуда основной контроль и исходит. Ну вот один мой знакомый как-то летел самолетом, и там такая молодая парочка летела. Мужичонка лет 25-26. Так солидно одет. Видно, что, знаешь, там с серебряной ложкой во рту, видимо, родился. И слово за слово, чем занимаешься, там и так далее. А он говорит, я владелец, значит, каких-то контрольных пакетов, значит, как они называются? Племенное хозяйство есть так называемое. Да. И в Бурятии этих племенных хозяйств что-то больше 30 штук. То есть хозяйство получает финансовые средства из федерального бюджета через наше местное министерство, якобы занимается созданием племенных коров, там, что-то еще там в этом роде, там и так далее. И при этом оно как ОАО, и еще и дивиденды выплачивает, ты представляешь? И вот такой мальчик 25 лет, на которого там, я не знаю, в лет 5-6 переписали. Да, вот эта вот ваучерная эта система, это же все вот эти ваучеры, купленные за 5-6 тысяч, а иногда там обмененные на бутылку водки просто-напросто, да. Вот они пошли, в том числе, и это вообще, в принципе, никак не афишируется. И это такая бездонная бочка. И в советское время это бездонная бочка была. Но там хотя бы люди жили, что-то размножались. Это был такой бурятская деревня, это был центр, так скажем, это бурятский роддом был фактически. А сейчас этого нету. И получается, что они бы хотели, может быть, возвращаясь к началу нашего разговора, к этому вернуться, но им никто не даст. Понимаешь? Если уж додавливать, так по полной программе. Но выдаивать будут, вот видите как. А так бы мы хотя бы какой-нибудь, может, процентик имели. А так все наши ресурсы под видом датирования сельского хозяйства в Бурятии, они в конечном итоге оказываются, значит, в ресторанах, дорогих московских ресторанах. И какие-нибудь мальчики в хороших пиджачках там, да, дети каких-нибудь жуликов там средней руки московских проедают там вот, собственно, бурятское наследие. И мы это отдаем все просто так. Поэтому нам нужна независимость и суверенитет. Так, какие-то новости еще интересные прошли. Мы просто вначале обсуждали, что у нас там дурачок, бывший прокурор бурятский, предложил идею ставить памятник Сталину в Улан-Удэ. У вас там есть такие дурачки, которые что-то подобное предлагают? Да, постоянно. Постоянно? Да, Ничего себе. Сталин это все-таки значимая личность для Дагестана, потому что, в принципе, апеллировать-то не к чему больше. Путина уже в центре города повесили с его знаменитой фразой, мол, я люблю дагестанцев. Вот его башка висит в центре города. Ленин стоит в центре города, как сказать, с любовью обливаются и к Путину, и к Ленину. Сталин, никто его не критикует в Дагестане.
В Дагестане Сталин красавчик. И Мгм. как бы, чтобы затереть историю имама Шамиля, Мгм. нужно притереть другую историю. Да? С Путиным слишком рано, он еще не сдох. А Ленин уже слишком поздно приевший с этим. А Сталин это промежуток. Мгм. Мгм. Поэтому о Сталине часто станут. Тем более, что коммунистов у нас предостаточно, вот этих вот стариков, Ну да. Вот, не вымерших динозавров. Так что не У ученых нас в этих. Бурятии это просто с этими коммуняками, я говорю, что они такие очень агрессивные все, знаешь, вот это свое наследие комбедовское сильно оберегают. И у меня в связи с этим еще такой вопрос. А вот эм, только что был вопрос, и как-то из головы вылетел. А вот я так понимаю, что в Дагестане там, наверное, вот эта колхоизация, она не до конца прошла, потому что из-за сложности условий там, наверное, да, и, в общем-то, эм, древних достаточно традиций фермерского индивидуально-частного хозяйства, это было, наверное, очень сложно провернуть, нет? Отнюдь. Нет? Отнюдь. Все древнее было вырезано и изничтожено. Вот, например, у моих предков, что Мгм. с материнской, что с отцовской Мгм. стороны, ну, вот колоссально много было отнято. Мгм. Моя бабушка, будучи наследницей вполне себе богатого дома, да, оказалась в хлеву с Мгм. детьми. Отнято, истреблено, уничтожено. То есть Мгм. как раз таки Дагестан это исключительно показательный регион во всем, что притворялось в Советском Союзе, не считая вот этой вот религиозной борьбы, где чуть-чуть оставили зерно, а насчет колхозов нет, все поотнимали, и все это было ну, на очень таком, ну, голодали люди, потому что часы, как это, не трудочасы, дети работали. Мгм. Дети вместе с родителями работали, то есть не просто, даже не 15-16 лет, 10-11 лет. Ну. И что в раннем, ну, в более позднем времени, конечно, это все устоялось уже и было привычно, а в раннем периоде. Но моя бабушка, она мне много об этом рассказывала, она, ну, 25-го года рождения, Мгм. как бы пережила, да, все эти катаклизмы, знает, что это такое, знала, что это такое. Так что я, ну, напротив, считаю, что слишком уж советская власть хорошо отработала в Дагестане свои вот эти вот принципы колхозные и так далее. Ну, я думаю, что, видишь, собственно, вот эти национальные образования, которые квазинациональные, да, и сейчас это предмет такой, значит, ненависти со стороны всяких русских общин, там, всяких вот этих нациков русских, да, потому что, там в свое время Ленин создал для того, чтобы наиболее сильно проводить в этих национальных регионах, потому что вот эту контролируемую национальную элиту коммуняцкую, ее легко можно было использовать, да, а потом, когда они как бы обморались кровью, да, вот во всех этих и репрессиях, и этих, их всех под видом, значит, каких-нибудь националистов, значит, репрессировали. Ну и как бы концы в воду. А потом, я помню, у нас училка, историчка была, она говорит, ну, это же типа перегибы на местах были. Я говорю, ну здорово, столько бурят было репрессировано, а теперь русские это называют перегибами. И потом здесь, в Варшаве, значит, одна там какая-то такая, ну, она ненормальная, наверное, я уж не знаю, там, в общем, она вся замотанная ходит какая-то, боится там паранойя или еще что-то. Она говорит, а что вы старое вспоминаете? Это когда было-то? Ну, вот так прямо, то есть вот эти хорошие... Нет, это какая-то хорошая русская активистка, да? Я так на нее смотрю, ну ты дура или что? Я говорю, что мы не имеем права... Ну, здесь периодически они же там эти всякие мероприятия проводят под различными посольствами. В последний раз, когда я ее видел, это было, значит, требование к монголам, считай, чуть ли не ультиматум, короче, чтобы Путина там арестовали, короче, на каком-то из мероприятий. И, ну, и она так на полном серьезе, что вот есть же решение Международного суда, Монголия туда входит, там, давайте Путина арестовывайте. А там вышел дипломат и сказал, что он против, конечно, войны и все прочее, но говорит, ну, это ж мы его пригласили на те мероприятия, которые связаны с общей историей, там, защитой Монголии, вот, значит, японских интервентов и так далее. Ну, то есть, Путин же не по собственной воле едет, и вот он нам официально пригласили, официально дали гарантии.
А потом я смотрел, значит, интервью других монгольских политиков, они как бы оправдывались, почему они вынуждены будут Путина принимать, по той простой причине, что стоит войсковая часть в Кяхте, танковая, и в случае ареста через 2 часа они бы оккупировали Монголию, в том числе Улан-Батор. Понимаешь, и, собственно говоря, ну, монголы бы просто не успели передать Путина куда-нибудь в международное какое-нибудь это, как Монголия была бы просто русскими войсками оккупирована. Так что тут палка о двух концах. Так, а я, по-моему, у тебя, Умар, читал о том, что сейчас как-то пытаются извратить историческую память, вот, касаемо имама Шамиля. Что-то, какие-то мероприятия вот в той крепости, которую восстановили, я так понял, да, проводят. Можешь немножко подробнее рассказать, что там происходит и как вот пытаются, значит, использовать гордость дагестанцев, да, в русская пропаганда вот в этих своих интересах и все прочее. Ну, давай от позднего к раннему. На днях был в крепости Ахульго. Мгм. Это самая, скажем, увековеченная крепость, место битвы имама Шамиля, да, Мгм. последней битвы. То есть кровавейшее было сражение. Русские долго не могли взять Ахульго, и только с помощью что-то вроде 300 спартанцев получилось, когда там и с помощью предателей какими-то способами они смогли там обойти, забраться на скалу и таким образом с тыла ударить. В общем-то, сейчас, вот на днях там проводился ифтар. Ну, кто не в курсе, Сейчас ифтар, Рамадан. да, Мгм. вечерний прием пищи во время заката в месяц Рамадан. И там был проведен республиканский ифтар от имени кого-никого, а целого Сергея Меликова, Ага. варяга, Да который ты ни что? разу не мусульманин, который Дагестану, ну, как не знаю, как нефть в кровь налить, ну, не нужен. И вот именем его. Теперь отмотаем назад. Пару месяцев назад муфтиятовские прислужники начали говорить о том, что заслуги имама Шамиля перед Дагестаном не такие уж великие по сравнению с нынешним муфти. Ничего себе. Да, который просто 100% работает по указке ФСБ. Их там и, Трамп покусал, что ли? скорее всего, трампизм у них начался задолго до того, как Трамп даже сам осознал его. Да. Так что вот эта политика дегуманизации, да, Мгм. кавказского сопротивления и самого имама Шамиля, это больной вопрос, его не могут форсировать, прямо вот так взять и сказать, он был врагом. Мгм. Но они скоро к этому придут, я уверен. Почему? Потому что нарратив о том, что имам Шамиль сдался, оставил завещание любить Россию жизни вечно, хвалил Россию, говорил, что если бы я знал, какая Россия великая, большая и сильная, я бы против нее не воевал. И, мол, якобы он радостно в Калуге жил после пленения. На самом деле все ложь. В России не было столько количества ученых на душу населения, сколько было в Дагестане в тот момент, когда империя вторгалась. И всех их истребили. То есть у нас в маленьких селах были ученые. То есть парадокс, в одном из маленьких сел было 30 ученых. То есть с точки зрения, ну, о чем я говорю, это и исламские знания, и астрономия, и то, что касаемо современных наук, как физика, химия, знания в этих, ну, все, что касалось и земли, и, ну, сельского хозяйства, животноводства, у нас люди обучались этому, ездили куда-то. Врачи? Врачи в том числе, Да, да, да. в исламе медицина была сильно, ну, развита всегда. От ислама медицина развивалась. То есть это мы говорим тот период, когда еще западного влияния не было, а было влияние, ну, Я вот исламской читал, помню, цивилизации. какие-то воспоминания или, может быть, каких-то там русских офицеров, которые, ну, серьезные ранения получили, и вот эти полковые лекари, ну, говорили, что, ну, есть какой-то шанс, что выживет. И он там описывал, что пришли, собственно, дагестанские врачи, там провели перевязки, очистки ран, там какие-то использовали специальные мази какие-то эти, и сказали, что он будет ходить там буквально там через 3 недели. Никто не верил, а он пошел. Перебегали, скажем так, к дагестанцам ради врачебной помощи или Мгм. звали. Тоже вот после боя, грубо говоря, да, было такое часто, что специально даже звали, иногда гарантировали защиту, чтобы пришли врачи с нашей стороны и им помогали. Или убегали туда, тащили раненых.
А имам Шамиль сам, он тоже был, причислялся к числу ученых и достаточно осведомленных людей о политике, о государстве, о геополитике масштабах. Потому что Ну, я думаю, что это просто какая-то более поздняя подделка. это 100%, как война, как война Да. закончилась, как Шамиля приняли, они эту подделку уже начали, потихоньку И элементы, пускать, да, и конечно, она пропаганды. трансформировалась. Потому что есть записи, подтверждающие переписку имама Шамиля с османским халифом, с британским, французским правительствами, где четко и ясно показано, что он прекрасно понимает, кто где, на каком месте находится, и масштабы, и величины, и силу. И вот просто это скрывает от дагестанцев, рассказываем сказки. И вот сегодня они хотят уничтожить эту память, чтобы на крови героев и на его крови создавать мифы и вот эти вот мероприятия в угоду Кремлю и оккупационной администрации. То есть где Ифтар и где глава оккупационной администрации, на памяти имама Шамиля играть, это уже беспредел кончили просто. Какие-то еще вот такие события, которые на этой неделе произошли. Ну, вот один из и Украины, например, что в одном из интервью Зеленский сказал, а Путин скоро умрет. Не слышал. Ну, вот он заявил, я не помню, в чем-то интервью, и я подозреваю, что действительно это не просто какая-то такая информация, то есть до этого еще появлялась информация, что Путин там где-то упал, шел и свалился, например. То есть, а я почему-то подозреваю, что там может быть операция табакерка, то есть, что слишком многих не устраивает именно вот этот, знаешь, хитрость-то есть такая, что мы с Ибрагимом эту часто идею обсуждаем о том, что Трамп, он шоумен, и вот это вот такого рода подходы, да, когда вот он говорил, что я там за день войну прекращу и все прочее, а как мы видим вот эти переговоры, которые шли там в Эр-Рияде или еще где-то, вот, да, они же как, они шли таким образом, что русские формально вроде как соглашаются, выдвигают какое-то дополнительное количество требований, и становится понятно, и даже уже, по-моему, Макрон заявил о том, что... Они выдвигают требования, хотя что без всяких условий, без предварительных условий. Понимаешь, без предварительных условий перемирия. А Украина ничего не предъявляет, а россияне постоянно. Ну да, любой вопрос, и тут же условия. Любой вопрос, и почему-то никто не говорит, что договор идет, а без предварительных условий. Трамп, конечно, он на руку Путину играет. Насколько у него это или игра, или он на самом деле такой, кто его знает. Ну, то есть я предполагаю так на самом деле, что Путин обнажает, да, то, что он не хочет. Да. А там может ли такая ситуация быть, что возникнет оппозиция Путину в его же окружении, нет, и просто он закончит нет, табакеркой в висок, нет? Не. Давай, Умар. Как я полагаю, уже существовала эта позиция достаточно давно, но, возможно, в какой-то период времени она была истреблена. Я говорю, как и все среди ФСБшников, да, там и вот этой силы. И если сейчас именно вот такой контраст, да, и не могу сказать, но если так смотреть, постараться посмотреть на ситуацию с разных сторон, то как минимум два варианта могут быть более-менее приемлемы. Первое – это спецоперация Украины. То есть, что они действительно запустили туда серию агентов, а мы видим, как они успешно, да, нет, отрабатывают такие взрывы статуэток или еще чего-то там такого мелкой посылочки. Это может быть первое. Второе, это естественный процесс, да, о котором они узнали. Потому что разведка в Украине работает исключительно шикарно. И пока США полностью помогала, да, это тоже было откуда взять эту информацию. Плюс Европа помогает. Да. И у меня еще такая возникла мысль на фоне бомбежки Москвы, Украины, что они еще пытаются долбануть по Путину. Путин, я так понимаю, что он там со всех сторон обложен, и есть там, правда, такая криптотеория о том, что, значит, Путина давно нет, это управляет там 7 ФСБшница там, или еще там кто-то, значит, настоящий, значит,
труп Путина, он замороженный, его потом предоставят и так далее. Но я-то считаю, что, естественно, что Путина надо выкуривать гораздо более серьезными средствами. То есть атака дронов это, конечно, хорошо, и какие-нибудь, например, нефтеперерабатывающие заводы или какие-нибудь стратегические бомбардировщики, которые они в ангарах находятся, могут пострадать. А вот Путина-то надо выкуривать именно баллистической ракетой. Свенсон, да, его было, не помню фамилию, который самолет посадил на Красной площади. Я думаю, кукурузник... Матиас Руст был Рус, такой. да. Я думаю, подобного рода кукурузники, которые долетают уже, да? Не, ну уже подобного типа какой-то Да, я переделка думаю, там самолета он был там. определенный запас ядерной боеголовочки вместится до Кремля. Не, ну да, нейтронная, в принципе, боеголовка. Другое дело, что ее же надо найти. Ну, У Украины, донатят к украинцы сожалению, я активно думаю, на что ядерку. нет. Не, ну в принципе, ты знаешь, баллистическую ракету можно снабдить там 20-30 тоннами тротила, и это достаточно. Я к вполне, тому, что, для того, как, чтобы жахнуло. как по мне, удары по Москве имеют только один смысл. Да, Россия от этого не прекратит войну. Но есть только один смысл. Это реальная проверка ПВО. И в неожиданный момент именно попытаться ударить чем-то серьезным и прямо вот по Кремлю. Как, допустим, длинный этот Нептун, да. Ну да, но я считаю, что, конечно, если есть такая надежда о том, что Украина своими собственными силами, кстати, ну, там же известно, что вот эта ракета СС «Сатана», она, значит, собиралась где-то в Днепропетровске, если я не ошибаюсь. Да. То есть, в принципе, технологические циклы Изобреталось, да. и... Ну, это Днепр, Плутон, как он называется? Нептун. Южмаш, да. Это и есть как бы Не, ну там, модификация. если я припоминаю, Нептун это противокорабельная Да, но ракета. модификация, то есть эсэсовская. И они сейчас еще ее длинным Нептуном сделали, чтобы Земля... Не, была. это, по-моему, все-таки тактическая ракета, потому что если речь о баллистической, то там время долета, например, несколько тысяч километров в течение 2-3 минут. То есть она через космос летит. Да. А вот эти те ракеты, это которые они, самолеты. да, они ракеты, которые запускают, вот эти вот калибры и эски все просто. прочее, они просто летят там, ну как тактическая ракета. Это по-моему, просто называется, эски да. получается. Поэтому вот, ну, будем надеяться о том, что все-таки ситуация на фронтах стабильная, значит, силу ВСУ есть, значит, сдерживать вот этот накат, и я надеюсь о том, что, правда, ну, опять же, как вот в Дагестане ситуация, потому что мне мои бурятские, так скажем, соратники сигнализируют о том, что когда вот эти только разговоры пошли, особенно после инаугурации Трампа, так вот через зетошных патриотов, через слухи, они же очень любят слухи всякие пускать там, ну, сидит какая-нибудь бабка, ну, там, начинает там где-нибудь в общественном транспорте орать о том, что вот она-то слышала, сейчас война закончится, а этот мой дурак типа сидит, короче, не идет, сейчас бы пошел, да записался, да война бы закончилась, да он бы при деньгах был, там еще прочее, его бы и не отправили. И это вызвало, что новый приток, так скажем, вот этих мобиков, которые там едут в Москву уже, там регистрируются, короче, добровольцев так называемых. Вот в Дагестане там есть что-то подобное, что вот они услышали, например, через различного рода пропаганду, что сейчас, значит, все закончится, и они не успеют в бабки войти. И вот поехали в Москву, между Дагестаном и Москвой, по-моему, 20 часов езды, да, на автобусе. И сейчас же Москва в лидеры, так скажем, выбилась среди мобиков там и всех прочих. Да. И там даже вот этот один из ФБКшников, то ли Волков, то ли что ли, написал, оказывается, что для того, чтобы получить выплату эту, мобиков устраивают там типа в департамент культуры Москвы, что-то в этом роде, в виде чиновников каких-то, чтобы им выплатить. К большому сожалению, дагестанцам прекрасно создали условия в самом Дагестане. Гауляйтер Мельников, он отрабатывает эту очень шикарную эту схему, и выплаты, и дальнейшие какие-то действия, и помощь семьям, и гуманитарная поддержка, все это в республике как бы поставлено, да, то есть генерал-губернатор, он там и нужен, чтобы, как бы сказать, активнее призывать людей на войну. И там не этим побуждает то, что скоро война закончится, нет. Там формируют социальные условия, которые искусственно были уничтожены. Люди
все люди в Дагестане знают, что в Дагестане нет социальной справедливости. Но сегодня она есть только для участников, членов СВО. СВО и их семей. Только. На высшем уровне. Любой вопрос решается. Все бесплатно. Санаторий, образование, то, медицина, все. Вот участник СВО и члены его семьи. И социальный вот этот вот лифт, а еще и трудоустройство в первую очередь, а еще и чиновничество. То есть они в чиновники выбираются. То есть через это они легко манипулируют, скажем, мобилизацию, добровольную мобилизацию, да, и даже ехать никуда не нужно. И плюс ко всему наши не поедут в Москву, знают отношения русских к дагестанцам, потому что едут от своего региона в составе своих подразделений добровольческих, потому что это более-менее контролируемый для них процесс, нежели ехать через Россию, где там их за людей не считают. Ну, а у нас тоже это прекрасно. Все-таки формула, что украинец, что русский, разницы нет. В Дагестане работает. То есть все хохлы. То есть, вот, это неправильно, но такая формула работает. Мы пытаемся донести до общества, что нужно объективно подходить, да, и к народам, и к странам, но в Дагестане, ну, что русский, что украинец, где-то там на севере. Ну, это ты знаешь, вот я с этим столкнулся, что здесь, например, в Польше, и мне поляки говорят, что поляки не чувствуют разницу. Говорит человек на украинском языке или на русском, для них кажется, что он говорит на русском языке. Да. Вот здесь вот в Польше так. Весьма странно. Не, я тоже так. Ну да, ну, так скажем, это да, то есть поляк, который не знаком, значит, ни с украинским, ни с русским языком, если он слышит о том, что говорят на украинском языке, то он считает, что это говорят на русском. Вот такая тонкость. То есть, возможно, он белорусский язык, конечно, отличит, поймет, но тут вот такая же точно ситуация. В Бурятии то ли народ глупее, то ли вот действительно он больше интегрированный. У нас некоторые блогеры, они там вообще говорят о том, что разницы никакой ни ментальной, ни психофизической, ни национально-культурной у бурят и русских нету вообще совершенно. Ну, потому что, ну, я говорю, я же там называю вот тех, кто не поддерживает идею независимости Бурятии и суверенитета Бурятии, я их называю люмпинами комбедовцами, потому что у них их ментальность, их вот национальная, этнокультурная составляющая, она родилась в эпоху вот как раз комбедов и колхозов, а все, что вот это национальное, это налет вот этого, значит, агитпропа. Причем агитпропа довольно позднего, там, годов 70-х, 80-х. То есть до этого, там, в 50-е, в 60-е годы они там были ярыми коммуняками, там все пяткой в грудь колотили, да вот, что мы там к светлому будущему идем, там, и так далее, что у них советская ментальность и так далее. А вот потом, ну, им разонравилось, значит, русским делиться, да, с такими коммунистами, так скажем, властью. И вот они решили обратный поворот сделать, когда уже все национально уничтожили, короче, решили, что вот, ну, вот плохо, что ты, Ваня, тебя надо как-то по-другому назвать, чтобы мы тебя отличали, а как ты, Иван Васильевич, тут, хотя ты там какой-нибудь там Баир Бадмаевич должен быть, да, ну, то есть такой, как бы такая советская сегрегация, советский апартеид такой. И, собственно, я тоже считаю, я когда еще был молодой, я вот оценивал, ну, я же знал, что в основном развалили Советский Союз славянские народы, так скажем. Триединая Святая Русь, это белорусы, украинцы и русские разбежались. А Центральная Азия, она выжидала, так скажем. И, а почему они добровольно, так скажем, потому что уже тогда, к концу 80-х годов, разница в фертильности между женщинами в Центральной Азии была там кратно, чуть ли не на порядок, отличалась от женщин вот в этих трех регионах. И таким способом, нарисовав эти границы, они отгородились от огромной массы советских граждан, да, которым в ином случае приходилось бы больше мест давать и квоты давать в Москве, например, в Киеве, в Минске. То есть они боялись того, что Центральная Азия начнет доминировать. Но вот сейчас, вот, кстати, я все смотрю из-за того, что ну, экономика, она сложнее, и вообще по всему миру, так скажем, более разнообразной стала, да, вот этническая составляющая, вот даже тут та же Польша, например, хороший рост экономики, требуется очень много работников. Сейчас основные мигранты трудовые, это
жители Шри-Ланки, жители Пакистана, Бангладеш, Непал. Непал, да? Вот поэтому, естественно, что такие же точно тренды существуют и в, значит, и в... Сейчас мы сделаем селфи небольшое. Существует и в России. Вот как там ты отмечаешь рост, ну, центральноазиатского населения вот в этих крупных регионах, Ну, русских чисто? я вообще вырос в Саратове. Ну, И непосредственно знаю, что это такое. ну, И в какой-то момент был наплыв, да. Мгм. И, ну, там Армения, Азербайджан это Мгм. стандартные. мгм, Из Армении, Азербайджана это там уже местные, да. мгм. И как бы приезжали, а вот В Дагестан, да? нет, в Саратове место. А. И как бы из Центральной Азии потом пошел поток там, нулевых, там, десятых, Ну да. вырос уже колоссально, да. Мгм. И для меня это неудивительно. Да. В Москве я был, в Москве просто везде и всюду было видно. Да. Ну да, я в Дагестан, 21 году, таджики, когда был в узбеки, да. Москве, я же жил там вот как раз, когда вот этот рост этих скинхедов, всяких нациков там и так далее, как раз 6-7 год, да, Вот эти тоже периоды. Да. то в 21 году, когда я был там проездом, вот от русских уже не исходило, ну, ко мне, как азиату, какой-то серьезной агрессии, потому что, ну, я не был там уже чужим, так скажем, в этой Москве, то есть Однако, моя внешность, точнее, мой для визерунок. них ты был понаехавший не россиянин. Ну, По-любому. наверное, и в 2006 году и так далее, но я говорю, что за это время просто мигранты отвоевали себе там свое место, что они такие же равноправные жители, но, может быть, менее, так скажем, привилегированные, но, тем не менее, вот такой агрессии от этих ездунов в метро я не почувствовал. Хотя вот в 6 году мы там могли просто толкнуть без повода, причем не только мужики какие-нибудь лысые, накачанные, но какие-нибудь старухи и женщины. Русские. Ну ладно, дорогие друзья, мы вынуждены завершать, потому что следом будет повторка аудиции. Большое спасибо сегодняшним гостям Сергею Умару за то, что нашли время поучаствовать в эфире. Спасибо, что пригласил. Да, всегда рад. Мгм. Надеюсь, что и Сергей тоже подумает над тем, чтобы свою собственную программу вести там. Ты свободную Анапу или свободный Владивосток представляешь? Что-то свободное. Да, ну, в общем, ладно, дорогие друзья, давайте радио попрощаемся с вами, дорогие друзья. Так, а с Ютубом мы попрощаемся традиционным способом. Сейчас я тут сохранюсь. Поговорили. Какое Так. впечатление? Запускаем эфир. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся традиционным способом. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так, и не иначе. Ай! Всем пока и до новых встреч. Встретимся в прямом эфире, надеюсь, в субботу или воскресенье. Как найду возможность, так обязательно запущу прямой эфир. Всем пока, до новых встреч. Репост, донат, лайк приветствуется.